Пандемия серьезно повлияла на рынок труда, безработица во всех регионах растет. Вместе с тем растет и уровень конкуренции за рабочее место. Как показывает статистика, количество вакансий выросли для медицины и фармацевтики, рабочего, домашнего персонала и строительства. Какие сферы ждут трансформации, какие вызовы возникли для среднего профобразования, какими специальностями стоит овладевать нынешним выпускникам, чтобы быть конкурентными, мы спросим у эксперта Марины Некрасовой, кандидата экономических наук, эксперта в сфере профобразования. Марина Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что показала, на ваш взгляд, ситуация с пандемией? Вы знаете, я бы согласилась с вами о том, что действительно пандемия очень серьезно заставила нас задуматься о том, какие профессии, какое образование нам необходимо сейчас и в будущем. В первую очередь выходят на передовой план такие специальности, как мехатроника, мобильная робототехника, роботизированное производство. Любые специальности, связанные с автоматизацией, которые могут заменить человека, которые, как мы с вами, не подвержены эпидемии, вирусам, заболеваниям и могут работать 24/7 постоянно. Но важно еще сказать о том, что пандемия ведь изменила отношения в системе образования, не только отношения самих педагогов, заставила задуматься их о том, как организовать образовательный процесс. Но, на мой взгляд, эта ситуация заставила задуматься и всех, кто имеет отношение к этой системе образования, самих учеников, студентов, их семьи, родственников, поскольку сейчас очень важным оказалась мотивация студентов и учащихся к обучению. Поэтому, мне кажется, вот на это сейчас очень важно обратить внимание. Обратить внимание на то, а чем же действительно в будущем хочет заниматься молодой человек, чтобы вот эта внутренняя мотивация к освоению знаний была все-таки превалирующей. На мой взгляд, пандемия показала еще один важный момент. Вот посмотрите, сейчас медики, когда они заходят в помещение для борьбы с коронавирусом, можно сказать, что среди них нет неврологов, отоларингологов, окулистов. Они все медики. Это еще раз говорит о необходимости фундаментальных знаний в каждой из профессиональных областей. Тот фундамент, который позволит в короткий период людям переобучиться, получить дополнительные знания и качественно выполнять ту работу, которая необходима сейчас. А насколько Я бы не образование, сказала... в частности, среднее, профессиональное, оно оказалось готово к дистанционной форме обучения? Вы знаете, многие педагоги очень неоднозначно относились к дистанционному обучению, считали, что оно не настолько хорошо, и не надо на него очень много обращать внимания, несмотря на то, что международные тренды как раз и говорят о том, что большую часть теоретического обучения имеет смысл выводить в онлайн. Уже несколько лет популярна такая методика среди педагогов, она называется перевернутый класс. Но перевернутая методика – это скорее для моего поколения. То есть мы привыкли, что для того, чтобы получить уникальные знания, нам необходимо встретиться с педагогом, потому что именно человек был носителем уникальных знаний. И мы получали теоретическую базу от учителя, от преподавателя, а уже дома отрабатывали практические навыки, например, по решению каких-то задач. Сейчас ситуация показала, что как раз в онлайн можно выносить все теоретическое обучение, а офлайн использовать для отработки практических навыков. И профессиональное образование показало, что мы готовы к этому, что большая часть педагогов готовы перестраиваться и имеют определенный задел для перехода в онлайн. Вот основная проблема была – это как раз мотивация наших студентов. То есть многие из них решили, что если это дистанционное образование, он дома, то он может целыми днями заниматься тем, что он хочет.
а не значит, что так же, как и раньше, он в определенное время должен вставать, выходить на связь, на онлайн-занятия, выполнять регулярно задания. Поэтому еще раз повторюсь, вот эта внутренняя мотивация очень важна. Могу сказать, что с основной проблемой, наверное, все-таки столкнулись мастера производственного обучения. Ну вот скажите, как производственную практику проводить в режиме онлайн? Но выяснилось, что по определенным специальностям и это возможно. То есть сейчас достаточно накоплено материала визуального характера, возможно установить связь со своими руководителями онлайн и задать им конкретные вопросы. Думаю, что одним из особых направлений развития профобразования это будет использование виртуальных инструментов. Но ни в коем случае мы не можем говорить о том, что традиционное офлайн образование уйдет в небытие. Ну а не снизит ли этот факт качество обучения нынешних студентов? И вот в будущем, после окончания пандемии, как может измениться действующий формат обучения? Я не стала бы говорить о том, что снизится качество образования. Здесь действительно необходимо работать и на поле нормативной базы, ее необходимо менять. Надо серьезно думать над техническим оснащением системы профобразования, потому что вот это, кстати, оказалось проблемой для некоторых образовательных учреждений. Вы видите, что многие педагоги из дома делают занятия, то есть надо подумать, как в таком случае обеспечить возможность либо дома, либо на работе таких форматов. И ведь у нас сейчас в нашей нормативной базе есть возможность изменения учебного плана. Я не думаю, что пандемия будет длиться вечно, она все равно заканчивается, и мы вернемся к обычному режиму, но уверена на 100%, что с точностью все, как было раньше, уже не будет. А вот сейчас какие-то специальности наиболее востребованы, какие-то не востребованы вовсе. Например, сейчас везде нужны средний медицинский персонал, строители. И вот значит ли это все, что учреждения профобразования должны пересмотреть свои планы по набору на учебные места студентов? Ну, давайте посмотрим на эту ситуацию несколько с иной стороны. Востребованность в данный момент здесь и сейчас. Для того, чтобы подготовить медицинского работника или строителя, в системе профобразования требуется время. Поэтому я бы сказала о том, что очень важный момент, вот если бы мы перестроили свои образовательные стандарты таким образом, что мы давали бы некий фундамент в первые годы обучения, и что в случае вот таких катастроф, иначе я не могу это назвать, можно было бы привлекать студентов к этой работе, вот, наверное, да, имеет смысл вот это пересмотреть. Сейчас вообще все чаще и чаще говорят не только о переходе в онлайн, об использовании электронного обучения, дистанционных технологий. Все чаще и чаще идет речь о том, что должны быть короткие образовательные программы за более короткий период, чтобы мы могли давать ту или иную профессию. Вот это важный момент. А по поводу того, что нужны медики и строители, ну посмотрите, ведь в этой ситуации некоторые регионы привлекали студентов медицинских образовательных учреждений, поэтому это уже есть возможность использовать студентов для решения актуальных задач. А переходить сейчас всем на учебу в медицину, в строительство, я не думаю, что это сейчас было бы правильно. Ну, совсем скоро начнутся приемные кампании в образовательные учреждения. Подскажите, на что ориентироваться выпускникам школ при выборе будущей профессии? В первую очередь на собственные интересы. Вот это очень важно, чтобы та профессиональная деятельность, которую вы хотите для себя выбрать, чтобы она была вам по душе. Только это даст вам возможность развиваться, обучаться в этой профессии. Потому что нынешний мир таков, что получить один раз образование
уже будет недостаточно. Учиться надо постоянно. Ну вот если говорить с точки зрения технического образования, поскольку я являюсь представителем губернаторского авиастроительного колледжа, вот здесь как раз бы я ребятам посоветовала обратить внимание на перспективные специальности. Мехатроника, мобильная робототехника, роботизированное производство, полимерные композиты, то есть то, что связано с новыми материалами, то, что связано с автоматизацией работы, потому что промышленность нашу надо развивать независимо от того, в каких мы условиях находимся. А вот после пандемии трансформируется ли как-то чемпионат WorldSkills? Насколько я знаю, WorldSkills, у них был как раз проект, они рассматривали возможность включения онлайн-формата. Возможно, что какие-то элементы будут выведены в онлайн. Возможно. Но все-таки, ну как вы можете показать свой профессионализм, например, парикмахерского дела, если специалист не видит вас в процессе? Мало увидеть результат. Очень важно увидеть процесс достижения этого результата. Поэтому я думаю, вот какие-то отдельные элементы могут уйти в онлайн, но все-таки непосредственно само соревнование, сам формат чемпионата, он останется в реальном времени, в реальном режиме. Ну, представьте, как спортсмены, вы же не будете проводить спортивные соревнования онлайн. В любом случае это необходимо будет место, где все соберутся, и сами спортсмены, и болельщики. Ну, все-таки почему-то я могу себе, например, это представить в онлайн-режиме. Но давайте о другом. Сейчас в основном без работы остались предприниматели, чей бизнес связан со сферой торговли, бытовых услуг, туризмом, гостиничным делом и так далее. Вот стоит ли им сейчас овладевать новой специальностью или все-таки стоит подождать? Я не могу взять на себя ответственность и давать советы людям. Каждый, конечно же, принимает решение самостоятельно, но данная ситуация показала, на мой взгляд, два важных момента. Первое. Вот в образовательных стандартах нового поколения программы системы профобразования есть такая компетенция – умение принимать решения в нестандартных ситуациях. Вот это важный элемент, важная компетенция, которую мы должны развивать в своих студентах, и она, конечно же, должна развиваться и во взрослом населении. Я бы сказала, что здесь первый важный момент. Ситуация показала, насколько вы можете найти нестандартный выход. Ну, если мы говорим о ресторанном бизнесе, многие элитные рестораны говорили, что наши посетители должны обязательно прийти именно к нам, у нас своя атмосфера, у нас свой антураж, который нельзя ничем подменить. И многие рестораны, оказавшись в нынешней ситуации, выживают за счет того, что они стали работать на доставку своего продукта. Вот, то есть, может быть, надо предусмотреть возможность некой работы онлайн. Насколько мой опыт показывает, некоторые рестораторы перешли на то, что они стали активно проводить мастер-классы, и кто-то на этом даже зарабатывает. Про гостиничный бизнес, конечно, здесь сказать сложнее. Может быть, тоже стоит подумать, каким образом вот этот веер ваших услуг сделать более широким. Вот я в свое время работала консультантом у одной компании, у которой абсолютно разноплановые были направления от туризма до IT-технологий. И вот хозяин, предприниматель этой компании, он как раз и говорил, что за счет разнообразия направлений компания остается на плаву, потому что все-таки сезонность спроса на товары и услуги есть практически во всех областях. Поэтому вот такой может быть совет – подумать о том, как можно свой бизнес представлять, во-первых, онлайн, и второе, а какие сопутствующие направления можно развивать. А вот какие уроки все мы должны извлечь из этой ситуации и как нам подготовиться, чтобы остаться востребованными в профессии?
Ну, в этой ситуации, наверное, первое, что нам надо понять, что надо беречь себя, беречь своих близких и родных, потому что эта ситуация может затронуть абсолютно каждого. А быть востребованным, вы знаете, я однажды вела занятия у взрослой группы, уже это люди получали второе высшее образование, и в конце занятия я им предложила написать небольшое эссе на тему, что изменилось в вашем сознании вот после наших встреч. Так вот, один из моих студентов написал такую вещь. Я понял, что если сегодня я прекращаю учиться, то завтра я перестаю быть интересным своему работодателю. Поэтому вот это главное, надо быть открытым к изменениям, открытым к учебе и не отторгать новые, порой кажущиеся невозможными идеи. Вот это, наверное, главный закон, который нам поможет выжить. Марина Геннадьевна, спасибо большое за беседу. Вы можете обратиться к нашим телезрителям. Мне очень приятно снова быть на якутском телевидении. Якутию я помню, я дважды уже бывала у вас. Поэтому, уважаемые родители, студенты и ребята, кто хотят сейчас задуматься о том, какой же профессиональный путь вы выберете. Запомните одну важную вещь. Стив Джобс в свое время сказал: возможность творить великие дела дает только то, что вы любите то дело, которым вы занимаетесь. Поэтому я присоединюсь к его пожеланию. Найдите то дело, которое вы будете любить и которому вы будете готовы отдаться всецело. Спасибо огромное. Да, спасибо. Действительно, это очень важно. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.